Неравнодушные ухтинцы помогли иностранным студентам Ухтинского государственного технического университета. У нескольких девушек из Ганы возникли сложности с переводом денег от родных из других стран. Участливые горожане и православная служба милосердия оперативно поддержали студенток вещами первой необходимости и продуктами. Как девушки оказались в этой ситуации и нужна ли помощь сейчас, узнала Дарья Вологжанина. Полные пакеты средств гигиены, витаминов, лекарств, продуктов. Все это ухтинцы и местная служба милосердия собрали для иностранных студенток за считанные дни. Первой на благотворительную службу вышла ухтинка Ольга Парфенова. Она общается с землячкой студенток. У меня есть девушка Аша, с которой мы сотрудничаем. И она мне пришла помочь. И она пришла с 2 пакетами еды, продуктами. И говорит, сейчас девочка должна, студентка, зайти и забрать пакеты. И объясняет мне ситуацию, что вот не могу сказать, Северный народный или какой банк, ну как, вот что-то такое, как-то название. А вот что через него девочки обычно получали денежку, а так как сейчас за границей у нас вот закрыто, да, или как я в этих делах не ас. Поэтому я вот примерно, вот как она сказала, что сейчас нет возможности перевести родителям деньги. Ольга тоже решила организовать помощь, когда увидела бокс для благотворительного сбора в одном из магазинов города. Она пришла в этот магазин, увидела наш бокс, спросила у сотрудницы, можно ли как-то вот оказать девушкам помощь с Африки, студентам. Им ответили, что можно позвонить по телефону, который указан у нас на боксе. Она связалась с нами, объяснила ситуацию. Мы сформировали продуктовые наборы, которые состояли из гречки, сахара, сладостей, макарон, масла растительного. И передали через нее девушкам. В общем-то, и все. Потом девушки позвонили и благодарили, сказали большое спасибо. Задача фонда – помочь человеку в любом случае без выяснения обстоятельств, поясняет Александра Чернякова. Но, как заверяют в международном отделе Ухтинского вуза, проблему сердобольные горожане якобы преувеличили. Без средств к существованию студентки из Ганы не остались. В УГТУ обучаются более сотни студентов из дальнего зарубежья. И каждый здесь на контроле. С начала введения санкций еще ни один из них не покинул город и вуз из-за финансовых проблем. Хотя сложности с переводом денег из других стран действительно возникают. Но их студентам помогают решать. У всех есть телефоны, то есть они могут и звонить. То есть, тут опять же, зависит все от человека. Некоторые могут просто постесняться, но в связи со сложившейся ситуацией к ребятам мы обращались и просто просили их: ребят, если есть сложности, давайте не будем говорить, прям это проблема. Это не проблема, это сложность, временная сложность, которую можно решить, если действительно к этому подойти грамотно и четко, понимаете? То есть они приходят, они озвучивают, и мы всем миром стараемся им помочь. Я даже лично с ним разговаривали. Конечно, есть сложности, но не настолько, что кто-то умирает от голода. Никто не голодает. Вот я общался с этими девчонками, они сказали, что если бы у них были какие-то критичные проблемы, они даже обращались ко мне. Сами студентки из Ганы от интервью отказались, однако пояснили нам, что помощи не просили, а лишь рассказали ухтинским знакомым о сложностях с получением денег от родственников. Но от искренней поддержки участливых ухтинцев отказываться не стали. Девочки просто еще, видите, они скромные, они не знают, куда обратиться, что делать, Все-таки в другой стране, не знаешь вообще, мы-то порой не знаем, куда обратиться и что делать. Мы своих прав многие не знаем, А люди приехали совершенно с другой страны, откуда они знают, куда обращаться и что делать. Они тихонечко сидели и молчали, И, к кому они могли обратиться? Вот к Аше, которая все-таки на одной волне с ними, Как заверили в Ухтинском университете, сейчас студенток возьмут на особый контроль и окажут всю возможную поддержку. А других иностранных студентов убедительно просят при любых бытовых проблемах незамедлительно обращаться прежде всего в профильный отдел вуза. Дарья Вологжанина, Виктория Науменко, Дмитрий Рык, телеканал Юрган.